В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нюргуяна Иванова. Глава республики Айсен Николаев вошел в состав наблюдательного совета компании «Алроса». В совете 15 человек, 7 из них от России, 5 от Якутии и 1 член от муниципального образования. И 2 независимых директора, которые избираются от инвестиционных компаний и фондов. От республики в новый состав совета вошли руководитель региона Айсен Николаев, председатель правительства Владимир Солодов, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева. Избран новый состав правительства, руководство республики. И в этой связи было инициировано Министерством имущественных и земельных отношений требование о созыве внеочередного собрания акционеров с тем, чтобы избрать новый состав наблюдательного совета. Вот сегодня по итогам голосования кворум достаточно большой, 81% акционеров приняли участие. Новый состав будет работать один корпоративный год. В компетенцию наблюдательного совета входят вопросы стратегического планирования, вопросы одобрения концептуальных документов, в том числе программ, бюджета компании на соответствующий год и одобрение сделок, которые компания осуществляет в ходе своей хозяйственной деятельности. Глава Якутии Айсен Николаев провел первое расширенное заседание с новым составом регионального правительства. Среди первоочередных задач названы благополучное прохождение отопительного сезона, подготовка зимников к открытию и обеспечение авиаперевозок, а также работа с проектом бюджета на 2019 год и завершение программы по переселению из аварийного жилья. Руководитель региона обратил особое внимание членов правительства на формирование плана мероприятий по реализации 12 национальных проектов в рамках 204-го майского указа президента Российской Федерации. Перед членами регионального правительства также поставлена задача включиться в работу Минвостокразвития Российской Федерации по подготовке предложений для разработки национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года. Якутия числится в лидерах рейтинга российских регионов с точки зрения перспектив роста реальных зарплат в течение ближайшего года. Об этом пишет сегодня «Российская газета». Рост связан прежде всего с активизацией предпринимательства, федеральной поддержкой и развитием туризма. Исследование проводил финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Кроме Якутии в лидерах оказались город Севастополь, Республика Крым, Ленинградская область, Республика Дагестан, Приморский край, Чеченская республика, Самарская область, Кемеровская область и Алтайский край. В 2019 году средние зарплаты могут вырасти на 4–6%, а по оптимистическому прогнозу на 9%. При этом инфляция в 2019 останется под контролем и весьма вероятно не превысит уровня в 4%, поясняет проректор университета Алексей Зубец. Сургутнефтегаз ведет разработку еще одного месторождения на севере Ленского района Якутии. Речь идет о строительстве шламовых амбаров на площадках 2 скважин, одна из которых расположена в 90 километрах от села Беченча. Пока на данном участке компания не будет заниматься добычей нефти. На данном участке мы проводим поисково-оценочное бурение, то есть ведем поиск новых месторождений. Это не добыча. Мы пробурим поисково-разведочную скважину, сделаем необходимые испытания, в том числе геофизические, и затем по результатам этих испытаний будет принято решение. Либо запасы подтвердились и стоит туда выходить с промышленной добычей, либо нет. Отметил начальник отдела проектирования, строительства скважин управления поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» Анатолий Федоров. Период реализации данного проекта рассчитан до 2020 года. Всего Сургутнефтегаз имеет на территории Ленского района около 150 кустовых площадок и является самым крупным налогоплательщиком в местный бюджет. Говоря о бюджете Ленского района, то хочется отметить, что в 2019 году он останется социально направленным. Доходная часть бюджета в следующем году составит 2 миллиарда 297 миллионов рублей, расходная – 2 миллиарда 304 миллиона рублей. Эти суммы пока указаны без учета региональных и федеральных средств. По сравнению с 2018 годом поступления налога на доходы физических лиц вырастут на 163 миллиона рублей. Также увеличится поступление от неналоговых доходов. Большая часть средств бюджета следующего года будет потрачена на реализацию муниципальных программ. Их в районе 18. Самая крупная по финансированию – программа по развитию образования. На нее запланировано чуть более 1 миллиарда рублей. Также средства пойдут на развитие культуры, физкультуры и спорта.
Увеличится и финансирование программ развития транспортного комплекса, обеспечение жильем молодых семей и покупку квартир для работников бюджетной сферы. В 2019 году в районе заработает новая программа развития лесопромышленного комплекса на 2019 и 2023 годы. На нее заложено 30 миллионов рублей. Объем добычи золота в Якутии показывает положительную динамику. По итогам этого года объем составит предварительно 25 тонн. По добыче золота отмечается положительная тенденция, но тем не менее переход от рассыпной добычи к рудному неизбежен. Поэтому необходимо усиливать работу по геологоразведке. Для этого ведется активная работа с федеральными ведомствами, чтобы инвесторы и предприятия могли вести поиск новых месторождений, сказал министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. Всего на территории Якутии добычу золота осуществляют 59 предприятий. Говоря про крупные месторождения золота, Максим Терещенко отметил нежданинское месторождение в Тампонском районе Якутии. В четвертом квартале 2018 года должно быть завершено технико-экономическое обоснование и принятие инвестиционного решения. После этого в случае положительного решения будет начато строительство. Выход на полную производительность ожидается в 2023 году. Общие капитальные затраты на нежданинском месторождении составят 249 миллионов долларов, включая 15 миллионов долларов на горно-капитальные работы. При этом порядка 30 миллионов долларов будет инвестировано в 2018 году на проектирование получения разрешений и геологоразведку. Перейдем к курсу иностранной валюты. По состоянию на 22 октября доллар демонстрирует повышение и составляет 65 рублей 81 копейку. Курс евро же наоборот снизился и составляет 75 рублей 32 копейки. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.